Ребятки, а что боишься-то, Рокиску? Роки, какая у тебя, сказать, шапочка у меня такая красивая? Не бойся, мой ушарик. Покажите, какой костюмчик. Вот у нас очень красивый костюмчик. Опа! Ой, Опа. точно рокер. Ну иди ко мне, иди, мой колобочек. Ой. Ой. Как кличка? Маркус. 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 А что такой пузатый? Ну вот не знаю, он вчера тоже такой был пузатый. Потом его рвало несколько раз. 3 раза его вырвало. Да? А сегодня, я скажу, напился воды. С утра прямо. Очень пузатый, а? Что, слишком большой живот. Мы целуемся, да? Ну-ка. Что такое-то? Какая ты свободная девчонка? Здравствуйте, дорогие друзья! Огромная благодарность всем отозвавшимся на наш крик «СОС». Сегодня прилетели первые хвостики. Это Маркус, Рокки и Лора. Всем малышам теперь нужно в клинику на обследование и дальше уже решать по вопросу стерилизации, кастрации, в зависимости от состояния их здоровья. А еще у нас произошло изменение в дате второго вылета. У нас заболел пассажир, и она поменяла билет с 21 на 24 августа. И у нас появилась отсрочка для сбора на второй самолет, чему мы очень рады. Мы продолжаем сбор средств для отправки Холли, Ночки и Севера. Очень надеемся, что и этих собачуль нам удастся отправить в Москву. Маркус у нас очень впечатлительный и эмоциональный парень, но и, конечно, уже не молодой. Сборы в дорогу вызвали у него стресс. Сейчас он уже успокоился, поел, поспал, выдохнул. И как только немножко освоится на передержке, чтобы сейчас его опять не нервировать, после этого мы начнем проходить обследование, чтобы понимать, что у него по здоровью. Наши якутские передержки пустыми не бывают. Вот эту малышку-подростка сдали в ППЖ. Что она сделала плохого, какой она совершила грех в своей маленькой жизни, мы не знаем. Но факт в том, что ее сдали в ППЖ. Конечно же, ее надо забирать. Иначе энтерит будет 100%. Так как, скорее всего, даже я в этом уверена на 100%, прививки ей не делали. Местное население в большинстве своем считает, что стерилизация и прививки – это абсолютно никому не нужные вещи. Поэтому щенки здесь валятся круглый год, коробками их выбрасывают, подбрасывают. И, к сожалению, этот поток не уменьшается. Пока не будет сознательности у местного населения, подобная ситуация не изменится. Итак, мы встретили одних хвостиков и готовим к вылету других. Еще раз от всей души благодарим вас за то, что вы помогаете нам спасать несчастных хвостиков из Якутска.